Якутия-24 продолжает работу в прямом эфире. Это программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. ОРВИ наступает, более 13 тысяч случаев зарегистрировали в Якутии. Каких мер профилактики нужно придерживаться? Всемирный день сердца. В торговых центрах столицы были организованы медицинские посты. Подробнее об акции. Теплоход Полесье все еще на маршруте. Когда завершится навигация в Ленском районе? Работа в усиленном режиме. В Нерюнгринском районе дорожные службы переведены на зимние графики. Какова ситуация на сегодня? «Мой двор». В рамках этого проекта в Якутске продолжается работа по благоустройству дворовых территорий и многоквартирных домов. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, прошедшем в режиме видеоконференц-связи в Москве, заявил о необходимости реализации новой программы расселения аварийного жилья. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. Живущие там граждане должны начать получать качественное современное жилье уже со следующего года. Прошу учесть это в проекте бюджета, отметил президент страны. Нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. Живущие здесь граждане должны начать получать качественное современное жилье уже со следующего года. Прошу учесть это в проекте бюджета. Путин также подчеркнул, что поддержка семей с детьми входит в число приоритетных задач. Он напомнил о введении ряда новых мер поддержки, в том числе нового порядка оплаты больничного по уходу за ребенком до 8 лет в размере среднего заработка, а также пособие на ребенка от 8 до 17 лет, которого воспитывает единственный родитель, либо если семья с низкими доходами имеет право на алименты по решению суда. Средства на эти выплаты также заложены в новый бюджет. При этом, повторю, в ближайшие годы необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми. Тоже еще раз подчеркну, мы много раз об этом говорили. В целом темп того, что надо делать, понятен. И, конечно, мы должны будем делать это, начиная с того момента, когда будущая мама еще только ждет появления малыша. И вплоть до окончания ребенком школы. За последние сутки в республике выявили 202 новых случая коронавирусной инфекции. Из них в Якутске 124, в Мегино-Кангаласском районе 9, в Верхоянском 7, в ряде районов в Ленском, Мирнинском, Татинском, Чурапчинском, Хангаласском по 6 случаев заражения, в Нерюнгринском 5, еще в 13 районах от 1 до 4 заболевших. Данные на ваших экранах. Для города Якутска для конца непосредственно августа, начала сентября были, безусловно, характерные мероприятия, направленные с приездов и выездов в как сам город Якутск, тех, кто возвратился с отпусков, так и, соответственно, непосредственно людей из наших жителей республики, из соседних муниципальных образований. Естественно, мы понимаем, что это тот уклад жизни, который нас, соответственно, подталкивает к необходимости сбора запасов на зимнее время. Тем не менее, хотелось бы обратить внимание, что при посещении рынков, торговых центров, жители близлежащих улусов, так же, как и жители города Якутска, должны соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы для того, чтобы, соответственно, не создавать такие вот определенного рода группы заражения в целях того, чтобы не допускать распространения инфекции в маленькие населенные пункты. Отмечая Всемирный день сердца, сегодня в торговых центрах Якутска были организованы медицинские посты. Там посетители могли пройти тонометрию, получить консультации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Сюжет Марферины Алексеевой. По всему миру из-за сердечно-сосудистых заболеваний умирает более 18 миллионов человек, а это более половины смертей от неинфекционных заболеваний. В Якутии ежегодно от болезней системы кровообращения погибает более 600 человек. Из-за шокирующих цифр Всемирная федерация сердца предложила учредить день, когда врачи и все неравнодушные могли бы напоминать людям о необходимости беречь сердце.
Так, уже в 9-й раз в республике в этот день проводятся акции. Это мобильные пункты, где все желающие могут измерить артериальное давление и получить консультацию по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Потребление рациональной, так скажем, правильной еды, это снижение потребления соли, для того, чтобы артериальное давление не повышалось. Это касательно еды также это для того, чтобы не был высоким уровень холестерина, сахара в крови, который также влияет на качество наших сосудов. Это отказ от таких вредных привычек, как курение и злоупотребление алкоголем. И это, конечно, повышение физической активности. Помимо акций, Дни открытых дверей проводятся в медицинских организациях. Будут консультировать терапевты, будут консультировать кардиологи. Есть возможность прийти, пройти электрокардиографию, сдать экспресс-анализы на сахар, на холестерин, то есть на те факторы риска, которые приводят к заболеваниям сердца. Волонтеры-медики также подготовили программу. Сегодня они запустили танцевальные флешмобы. Далее на базе медицинского колледжа и института пройдут обучающие развлекательные мероприятия. До 2 октября мы каждый день будем проводить школьникам, также студентам квест-игры и квизы, также брейринг. Там будут призы, могут все участвовать. Также взрослое население. Нужно будет записаться по сайту добро.ру либо волонтеры-медики.рф и оставить заявку. Несмотря на то, что у каждого человека индивидуальное рабочее артериальное давление, норма показаний все же существует. Если человек зафиксировал у себя показатели давления выше 130 и 140, то это весомый повод обратиться к врачу. Марфелина Алексеева, Григорий Николаев, Якутск. Осенью традиционно наступает время ОРВИ, простуды. Каких мер профилактики нужно придерживаться, рассказывает Мадина Халикова. Резкие перепады температуры, ветер и иногда даже обычный сквозняк могут стать причиной лор-заболеваний. Всеми нам с детства известные врачи ухо-горло-нос или, как верно, оториноларингологи сейчас наиболее загружены, особенно в северных регионах. Как выяснилось, причины заболеваний у нас и жителей Запада и Юга порой сильно отличаются. Конечно, отличие климатических условий играет большую роль в развитии данных заболеваний, поскольку в южных районах реже встречаются простудные заболевания. У них больше встречаются заболевания, которые связаны с плаванием, купанием, с влажной температурой. А у нас, наоборот, холодный воздух, он влияет на слизистую верхних дыхательных путей, поэтому у нас, соответственно, возникают воспалительные заболевания уха, горла, носа. Несмотря на то, что за состоянием здоровья детей взрослые следят тщательнее, подвержены заболеваниям они больше. Самые распространенные болезни – отит, острый ринит, фарингит. А если не обратить внимание на симптомы, можно довести и до бронхита и пневмонии. Поэтому врачи рекомендуют не затягивать с обращением к специалистам. Насморки очень часто осложняются отитами. Нужно, главное, предупредить переходы. Именно в период насморка начать лечить сосудосуживающими препаратами, отеки полости носа снимать, чтобы не переходило на воспаление слуховой трубы, что уже ведет к отитам. И в профессиональный праздник врачи лор-отделения не отдыхают. Маленькие пациенты требуют особенного внимания, а лечение проходит порой от недели и дольше в зависимости от тяжести течения болезни. Чтобы ребенок не заболел, нужно соблюдать простые меры профилактики, такие как здоровый сон, правильное питание и обязательное посещение стоматолога. Это, кстати, тоже очень важно. А также нужно смотреть за локальными инфекционными очагами и изолировать ребенка, если вдруг кто-то дома заболел. Сейчас в республике работают более 150 лор-специалистов. Примерно 100 из них в самом Якутске. Ежедневно врачи инфекционной больницы принимают около 25 пациентов. И это только в детском отделении. Большая часть остается на лечении в стационаре, поэтому пренебрегать простыми, но действенными мерами нельзя. Мадина Халикова, Григорий Николаев, Якутск. В Мирном построят новый аэропортовый комплекс. На эти цели выделили более 21 миллиарда рублей. Новый комплекс будет включать в себя современную взлетно-посадочную полосу, стоянку для 18 воздушных судов, аэровокзал и сопутствующую другую инфраструктуру.
Строительные работы идут по плану и должны завершиться в декабре 2023 года. Более половины суммы, 11 миллиардов рублей, инвестировала компания «Алроса». Остальные средства предусмотрены в федеральном бюджете. Строительством полосы занимается турецкая компания, которая в сентябре 2020 года выиграла конкурс на контракт. Стоимость объекта более 9,5 миллиардов рублей. Навигация для пассажирских судов на Лени в Ленском районе завершится 15 октября. Несмотря на минусовую температуру, обильные осадки, туманы, теплоход Полесье все еще ведет перевозки по маршрутам Ленск-Витим и Ленск-Алекминск. Для жителей отдаленных населенных пунктов Ленского района это сейчас единственный транспорт, на котором можно выбраться в районный центр. Подробности в репортаже Анны Кожевниковой. Полесье, Ленск, Витим в летний период единственный способ добраться до таких отдаленных населенных пунктов Ленского района, как Хамра, Пеледу, Витим и заречного села Ярославский. Владимир Антипин, житель алмазной столицы республики, приезжает в гости к детям в Пеледу нечасто и отдает предпочтение водному транспорту. Закончится Полесье на чем? Самолеты вот начнут как только ходить и все, больше никак. А самолеты тоже месяц. И все, опять закончится, пока зимник не откроют. Вот и все проблемы. Обещали что-то круглогодичное, но а вот и ныне там. Кто-то едет в гости, кто-то домой, а кто-то и по делам. Часто вы ездите? Нет, не часто. А вы куда едете? Пеледу. Угу. По работе или? По работе. Как считаете, удобно, что вот водный транспорт есть? Ну, если другого нет, то, конечно. За неимением лучше. Дорогой билет? Нет. Вот уже который год подряд билеты на Полесье по маршрутам внутри района субсидируют из бюджета районной администрации, благодаря чему билет стоит дешевле более чем в половину. В этом году было выделено свыше 15 миллионов рублей на эти цели. Стоимость билета составляет для жителей Ленского района, имеющих регистрацию постоянную и временную, порядка 1800 рублей по направлению Ленск-Витим. В общем, мы планируем сделать в этом году 143 субсидированных рейса. Завершить навигацию планируют 15 октября. Несмотря на капризы погоды, судно отправляется в рейс каждый день. Пассажирам беспокоиться нечего. Капитан теплохода Полесье-112 – настоящий морской волк. За его плечами почти 50 лет работы в речном флоте, 25 навигаций именно на этом судне. Ему не страшны никакие погодные условия, даже форс-мажоры. В этом году дым из-за лесных пожаров стал препятствием для судоходства на Лени. Дым, туманы. Работаем почти без выходных. Делали спецрейсы на Якутск. С Исахова возили, вахты возили. Ну, то есть помимо пассажирских вот таких перевозок у вас еще? У нас 2 линии на 3 теплохода. Ленская и Алекминская. Вот мы 4 месяца практически без выходных работаем. Пассажирский водный транспорт, как и грузовые судна, завершают навигацию на Лени буквально вслед за Шугой. На сопках уже лежит снег, а Полесье между Ленском и Витимом, Ленском и Алекминском все еще курсирует. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. К другим новостям. Основные работы по укладке асфальтобетонного покрытия завершили на дорогах столицы республики в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Дороги с асфальтобетонным покрытием составляют 37 километров. Это на 30 объектах, на 21 из которых завершается обустройство съездов, нанесение разметки, расстановка дорожных знаков. Кроме того, завершаются работы на велодорожках окружного шоссе и улицы Ивана Кульбертинова. На этой неделе планируется закончить все работы по нанесению разметок. Протяженность грунтовых дорог с переходным типом покрытия составляет более 10 километров на 6 объектах. Все виды работ там полностью завершены. В Нерюнгринском районе дорожные службы переведены на зимний режим работы. В связи с обильным снегопадом на улице города вышла снегоуборочная техника. О происшествиях на дорогах в эти дни и о готовности дорожных служб к сезону в сюжете Ирины Кичигиной. Сегодня в районе 403-го километра федеральной автодороги Лена произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса не выбрал безопасную скорость движения и не рассчитал дистанцию, в результате чего совершил столкновение с впереди идущим транспортным средством. Пострадавший 28-летний водитель УАЗ «Патриот» в 9 часов утра направлялся на работу. Поднимался, вот, где аэропорт Чульмана. Вот.
И меня занесло, я как бы, получается, ну, выровнялся, поехал дальше, ну, нормально ехал. Вот. А оттуда спускался, получается, автобус. Вот его занесло, развернуло, получается, и он по обеим полосам, получается. И прям вот мне в лоб, получается, бочиной въехал. По прогнозам погоды, обильный снегопад был обещан еще в начале недели. Это, конечно же, неблагоприятно отразилось на безопасности автомобильного движения. Водителям самое главное – это вспомнить, как управлять транспортным средством в зимний период, вспомнить в первую очередь о своем техническом состоянии транспортного средства. Это тормозная система и также переобуть свое транспортное средство на зимние резины. Но обильные осадки с ветром 7 метров в секунду не застали врасплох дорожные службы города. Муниципальные контракты по зимнему содержанию городской территории с подрядными организациями заключены еще в январе этого года. Подрядчики заранее осведомлены о предстоящих ухудшениях погодных условий для подготовки техники к зимнему периоду. На сегодняшний день выведено 2 единицы техники для механизированной очистки дорог. Первоначально планируется очистить, это, конечно, спуски, подъемы, проспект Геологов, далее перекрестки и пешеходные переходы для безопасности передвижения нашего населения. Дополнительно также АУ-дорожник вывел на сегодняшний день 1 единицу техники для распределения противогололедных материалов. При необходимости будут привлечены дополнительные подрядные организации для распределения противогололедных материалов и очистки тротуаров и внутриквартальных проездов. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Мирнинском управлении автомобильных дорог готовят технику, которая будет пробивать зимнюю трассу с Усть-Кута до Алмазного региона. Сейчас в ремонтных мастерских к зимнику готовят 2 гусеничных бульдозера. Сотрудники проводят осмотр техники, ремонтируют двигатели, меняют ходовые части. Важно проверить каждую деталь, путь предстоит долгий. Прежде чем техника начнет обслуживать зимник, ее нужно доставить на тралах до Ленска, затем с Ленска на баржах по реке. Ее отвезут до Усть-Кута. Чтобы полностью привести зимник в порядок, понадобится 5 единиц техники. Это самый длинный путь для бульдозеров вообще в МУАДе. Значит, то есть эти бульдозера, вот, которые со стороны юга, с Усть-Кута проходят 700 километров ежегодно своим ходом по дороге. И не просто проходят, они именно реставрируют дорогу. Все размывы, колею срезают именно ножами и рыхлителями. Как только зимняя трасса будет готова, по ней повезут груз для подразделения «Алроса». Срок открытия Усть-Кутского зимника зависит от погоды. Например, в прошлом году перевозки из Усть-Кута начались с 22 декабря. Продолжаем выпуск. 5 воспитанников Алданского центра помощи детям в этом году стали студентами политехнического техникума и заселились в общежитие. Правда, поселение не было беспроблемным. Вопрос решался даже при участии прокуратуры района. Однако всегда ли по закону получается во благо? С аргументами всех участников спорной ситуации ознакомилась наш корреспондент Татьяна Вахнина. Денис – будущий электрогазосварщик, Вячеслав – автомеханик. Ребята дружат с детства, а поступив в Алданский политехникум, они стали соседями по комнате. Да, нормально живется тут. Все вроде есть, кровать, все тепло, хорошо. В общежитии студенты освоились, однако заселиться Денису, Вячеславу и 3 их товарищам было непросто. До недавнего времени они проживали в Алданском центре помощи детям. После зачисления в техникум встал вопрос о дальнейшем местожительстве. Останутся ли ребята в центре или отправятся в студенческое общежитие. Вопрос решился при участии прокуратуры Алданского района. Администрация техникума отказала нам в заселении, после чего мы были вынуждены обратиться в прокуратуру. По предписанию прокурора был решен вопрос, и дети были заселены в Алданский политехникум общежитие. Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, относятся к представителям незащищенных слоев населения. Вопрос о предоставлении им мест в студенческом общежитии был решен оперативно, и через несколько дней ребята уже обустраивались в комнатах. Согласно федеральному законодательству, как гласит закон, норма закона, да,
при поступлении в образовательная организация не вправе, а обязана обеспечить их жильем, повторюсь, именно на период обучения. Между тем, отказ в заселении представители администрации политехникума обосновывали рядом аргументов. Во-первых, приоритет проживания в общежитии остается у иногородних ребят, а воспитанники центра имеют алданскую прописку. Вторая часть доводов касалась непосредственно условий проживания. В Центре помощи детям и в общежитии политехникума эти самые условия существенно разнятся. У ребят развиваются связи со своими друзьями, знакомыми, полюбившимися воспитателями, потому что мы прекрасно понимаем, что в дальнейшем ребята уже ограничены в каких-либо правах для того, чтобы просто хотя бы туда попадать. Сложность ситуации заключалась в том, что все 5 студентов несовершеннолетние, и сейчас законных представителей у них нет. Проживая в общежитии политехникума, студенты остаются прописанными в Центре помощи детям. На данный момент мы не являемся законными представителями, так как они находятся на полном государственном обеспечении уже техникума Алданского. Нам по прописке, даже на временную прописку, ребят никто до настоящего времени не передал, а в этом случае это должно быть ходатайство непосредственно самого центра. В настоящее время стороны решают вопросы, касающиеся ответственности за подростков. Сотрудники прокуратуры Алданского района держат ситуацию на контроле. Федеральное законодательство оказалось исполнено, но насколько оптимальным стал результат для участников ситуации, однозначно сказать нельзя. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. В Якутске в рамках проекта «Мой двор» продолжается работа по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. Планируется, что до конца текущего года будет обновлено 15 столичных дворов. Репортаж Власии Сергеева. В текущем году было отремонтировано 6 дворов. Еще на 9 объектах работы завершены на 90%. Эти дворы будут сданы в следующем месяце, когда будут смонтированы малые архитектурные элементы. Отметим, что данный проект реализуется при поддержке главы республики. Мы планировали там порядка 40 дворов, 45 дворов в течение 3 лет. Но вот благодаря поддержке Александра Сергеевича программа расширилась. И сегодня уже мы говорим о 300 дворах в течение 10 лет. Сам проект направлен на то, чтобы довести уровень благоустройства города Якутска до значения такого, что люди бы были довольны тем, что проживают в городе. Благоустройство объектов в рамках проекта «Мой двор» включает в себя работы по укладке асфальтобетонного покрытия и тротуара, установке ограждения, а также возведению современных детских площадок. В облагораживании дворов активное участие приняли и представители управ и управляющих компаний. Работы, которые не были предусмотренным контрактом, допустим, обновление фасада, обновление подъездов, ограждения, они приходили, сами покрасили, но мы выделяли им материальную помощь в виде материалов. 6 современных детских площадок, оборудованные мягким покрытием и безопасными игровыми элементами, уже принимают довольных посетителей. По сравнению с другими, она лучше. Вот сразу видно, что есть покрытие хорошее, и более безопасное. Раньше здесь была старая площадка. Вообще здесь было просто невозможно с ребенком играть. На благоустройство 15 дворовых территорий будет потрачено 150 миллионов рублей. В следующем году планируется провести ремонтные работы в 45 дворах. Власий Сергеев, Павел Пахомов, Якутск. Детская ассамблея народов Якутии теперь открыта обмену опытом. Соглашение о сотрудничестве подписано с Российским движением школьников, региональным отделением межрегиональной молодежной общественной организации «Дом мира» и детским отделением ассамблеи Лёкнинского района. Подписание этих соглашений даст новый толчок развитию детской организации в Мирном. Стороны планируют обмениваться опытом и проводить совместные мероприятия на республиканском и даже всероссийском уровнях. Привлекут и представителей национальных культур из других регионов. Целевая группа проекта «Мирнинские школьники» от 8 до 18 лет. Проект направлен на создание условий межнационального общения школьников Мирнинского района и носителями культуры разных национальностей из других регионов. Через единую медиаплощадку, то есть мы создаем 3 точки медиаплощадок. Это в Чернышевске поселке, в Центре дополнительного образования, поселка Светлый и в Мирном. Таковы итоги дня. Сегодня смотрите Якутию 24. Будьте всегда в курсе.